Телеканал ВСТ продолжает свое вещание. Вы смотрите по-прежнему программу «Салям». В студии Сиву Шермазаде. Меня зовут Юлия Исанбердина. Приятному по-прежнему, надеюсь, я. Итак, друзья, 1 июня в Арквадрате состоится большой фестиваль башкирского языка «Мин Башкурца Элишем». Я надеюсь, что наши телезрители сейчас меня не осуждают, если вдруг есть где-то акцент. Ну, кажется, ты говоришь на башкирском сейчас. Вроде как говорю. Итак, друзья, «Мин Башкурца Элишем» — это семейный фестиваль башкирского языка, где пройдут различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие башкирского языка. Все подробности мы сейчас узнаем у наших гостей. Это Айбулат Емилов, координатор фестиваля «Мин Башкурца Элишем», а также Руслан Абдрахимов, заместитель директора Тюльганский птицеводческий комплекс. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, ну давайте вообще пройдемся. Время, еще раз место проведения, во сколько прийти, куда идти, на всякий случай. Что там будет интересного? Сейчас постараюсь объяснить, рассказать. Фестиваль у нас пройдет 1 июня в Арт-Квадрате. С 12 часов у нас начинается языковая площадка, где мы будем проводить различные мастер-классы на сохранение и развитие башкирского языка. Также у нас будут лекции, пару лекций для родителей, в том числе от психологов и от логопедов. Также у нас будут спектакли и поэтические, и музыкальные батлы. Также будут выступать КВНщики. Все это будет проходить до 17:00. Это языковая лаборатория, первая часть нашего фестиваля. Все это на башкирском языке будет происходить? Все будет на башкирском языке, и может быть, можно подумать, что только для башкир, только для башкироговорящих жителей, но нет. Для всех желающих это семейный фестиваль в День защиты детей. Приглашаем всех жителей нашей любимой Уфы прийти, отдохнуть, с детишками поиграть, и, может быть, кто-то захочет изучать башкирский язык, познать новые какие-то знания. Ну и в любом случае это можно коснуться нашей культуры. Да, все на это и направлено. Также получается, первой части, после языковой лаборатории у нас уже концертная программа предусмотрена, где у нас будут хедлайнерами Тимур Ямалов, Рена РНТ и группа Бурелер. Ух ты! Очень популярные исполнители. Я думаю, многие придут как раз из-за вот этого концертного С нетерпением ждем выступления. Есть ограничения, да, я смотрю, возрастные 6+. То есть совсем с детками там нечего делать. Ну, мастер-классы у нас разные, то есть от 6 и выше лет. Ну, если есть детишки помладше, то оставьте у нас их дома. Оставьте их дома и приходите 6-летние. Нет, ни в коем случае. Приходите всей семьей, мы всех ждем. Айбулат, как вообще пришла идея этого фестиваля? Он же не первый раз проводится. Ну, чтобы сейчас у людей было понимание, популяризация башкирского языка. Но это прям вот есть такая надобность? Ну, все языки в этом нуждаются, потому что все потихоньку начинают забывать. Я работаю в фонде по сохранению и развитию башкирского языка, некоммерческая организация, и мы над этим усердно работаем и вот такие проекты проводим. Этот проект, да, правильно вы сказали, не первый проводится, он проводился еще в 2019 году. Мы уже, так скажем, с организаторами, с первыми организаторами решили возобновить данный проект, потому что это яркое событие, событийное такое, где все желающие могут прийти, окунуться в башкирскую культуру, так скажем, изучить язык, попрактиковаться и так далее. Не в первый раз проводится этот фестиваль, и уже не в первый раз Тюльганский птицеводческий комплекс поддерживает такие инициативы. Почему? Так, ну давайте я не буду лукавить. Начнем с того, что в организации данного фестиваля в активное участие также в нем принимает множество моих друзей. Поэтому я просто не мог остаться в стороне. Это первый момент. Второй момент. Сама идея фестиваля, ее смысл очень близок лично мне, моей семье и вообще моему окружению. Поэтому вот именно по этому решению, именно из-за этого мы приняли решение принять участие. Мы очень сильно работаем над патриотическим воспитанием молодежи. Всегда принимаем в этом активное участие, потому что мы считаем, что именно знание языка, знание культуры играют ключевой фактор в формировании национальной идентичности, принадлежности каждого человека к определенной нации. Вот, как писал наш поэт, народный поэт Республики Башкортостан Рами Егафарович Гарипов в своем произведении «Туган тель», родной язык,
у кого нет родины, у того нет языка. Но мне кажется, это можно трактовать по-другому. Немножко у кого нет языка, у того нет родины. И мне кажется, то, что именно вот если задуматься над этим, можно осознать то, что знание языка – это очень важный фактор формирования патриотического духа каждого жителя нашей республики. Именно поэтому вот мы решили принять участие в данном фестивале. Вот это мы постоянно, серьезная причина. Это, давайте говорить так, это мне передалось от родителей, а мой отец постоянно над этим работает. Это его такой личный интерес. То есть вы тогда придете на фестиваль не только со своей семьей, со своими детьми, но еще и с родителями? Возможно. О, вот это да, это прям команда образования для всей семьи. Слушайте, видите, как, да, интересно получается. Папа вкладывал в детей, а теперь дети несут идеи своего отца. Да, получается, Руслан продолжает, и Руслан будет вкладывать это в своих детей. Вот так это будет сохраняться. Да. Айбулат организует фестиваль, куда будут ходить дети Руслана. Вот такой круговорот цикличный. Все понятно. Айбулат, вы сказали, что можно будет прийти всем тем, кто, в принципе, не понимает башкирский язык. А как это будет происходить взаимодействие, ну, допустим, с русскоговорящими? Вот мне как бы, вот я сейчас послушал программу, да, я посмотрел картинки, мне интересно прийти, интересно посмотреть, но я же ничего не пойму. Ну, лекции у нас будут и на башкирском, и на русском проходить. А для детей это, наверное, больше язык тела в первую очередь, а потом уже идет язык. И поэтому для детей это будет более чем интересно. Еще более понятно, да? Да. И все мы в повседневной жизни слушаем башкирские песни, что касаемо концертной части. Помимо хедлайнеров у нас и другие начинающие артисты будут, да. И поэтому здесь, живя в Башкирии, в Башкортостане, любой, наверное, поймет смысл нашего мероприятия, и языкового барьера как такового не будет. Поэтому, надеюсь, все желающие придут и отдохнут. По времени, сколько занимает, чтобы люди сейчас могли распланировать свой 1 июня? 1 июня первая часть, языковая лаборатория с мастер-классами, с театральными постановками, спектаклями и так далее, будет проходить у нас с 12:00 до 17:00. А концертная часть уже у нас будет проходить с 17:00 до 22:00. Как найти? Вот человек придет на арт-квадрат, и сейчас вот люди, тем более приезжие. Ладно, мы тут более-менее уфимцы, хотя бы разбираемся. То есть это по всей площадке арт-квадрата будет происходить? Или какие-то определенные будут заняты площадки? Языковая площадка у нас будет проходить вход со стороны Мустая Карима и до амфитеатра, там, где стоит обычно пианино. Ориентир на пианино, можно сказать. Получается, по этому пути у нас будут различные мастер-классы стоять на площадке. А концертная часть по звуку можно будет, мне кажется, найти тоже недалеко, в принципе, через пару зданий. А вот тут еще вопрос. Вам Руслан, в принципе, ответил очень четко на вопрос, почему он это делает, для чего это делает. Это некая традиция, преемственность, да, сохранения языка. Для вас что вот этот фестиваль, организация его? Почему вы именно начали заниматься сохранением и развитием языка? В первую очередь я носитель этого языка. Я сам с детства разговариваю на башкирском, хоть у меня и диалект северо-западный, но мне это откликается. Я сам, по сути, общественник, и если не я буду проводить такие мероприятия, то кто это будет делать? Ну, это маленький девиз у меня. Вдвоем пришли, меня это что до слез не довели. Один рассказал про семейную преемственность, другой говорит, кто если не я, что за два замечательных человека, вот иначе не скажешь. Вот и все планирую 1 июня тоже оказаться в арт-квадрате на фестивале. Я говорю на башкирском языке. Да, друзья, с 12 дня арт-квадрат 1 июня открывает свои ворота для того, чтобы встретить вас и поделиться с вами знаниями и интересными нюансами башкирского языка. Где следить за новостями этого проекта? В социальных сетях есть группа «Мин Башкортостан Галяшам», фестиваль. Также во всех новостных газетах и так далее у нас все будет это дублироваться. Еще один момент хочу сказать. Вот такие мероприятия не проходили бы без поддержки нашего главы Республики Башкортостан. Благодаря гранту главы Республики Башкортостан данный проект в таком формате, в таком масштабе проходит. Ну и также спасибо большое нашим спонсорам за то, что поддерживают нашу инициативу. Да. У нас в гостях были Айбулат Емилов, координатор фестиваля «Мин Башкортостан Галяшам», и Руслан Абдрахимов, заместитель директора Тюльганский птицеводческий комплекс, добрый друг и соорганизатор этого фестиваля.